телеканала «Итоги дня» расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Госсобрание ЛТУМЭН подводит итоги весенней сессии. Среди вопросов – результаты деятельности парламента о внесении предложений в законопроекты. В Якутии продолжается масштабное обновление дорожной сети по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Подробности об этом далее. В селе Нью-Эленского района завершается строительство нового овощехранилища мощностью 500 тонн. Узнаем, как идет работа. В Нерингре работает трудовой отряд подростков. В этом году привычный формат временной занятости изменился. В Якутске пройдут масштабные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. Центральным событием станет фестиваль. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует снижение ключевой ставки до 12% к концу этого года. На ближайшем заседании Центробанка 24 июля депутат ожидает либо сохранения текущей ставки, либо ее снижения на 0,25. Аксаков отметил, что из-за влияния внешних факторов на инфляцию уровень 12% по итогам года станет хорошим показателем, хотя ранее эксперты допускали снижение и до 10%. Напомним, на июньском заседании Центробанк снизил ставку в 9-й раз подряд. Государственное собрание ЛТУМЭН подводит итоги весенней сессии. Народные депутаты провели пресс-конференцию. Среди вопросов – результаты деятельности парламента, о внесении предложений в законопроекты и о дальнейших планах. На весенней сессии парламентарии приняли поправки, позволяющие присвоить национальный статус юкулятскому наследию Вилюйского улуса. Депутаты также приняли решение о льготных тарифах на электроотопление для жителей Вилюйской группы районов. Не остался в стороне вопрос, связанный с предпринимательской деятельностью. Для них снизили штрафную нагрузку в части благоустройства своих объектов. Прежде всего, изменения в земельный кодекс мы вводим. Это, вы знаете, у нас обеспечиваются многодетные семьи, и в городе порядка 8 тысяч очередь на получение земельных участков. И там у нас надо провести ряд мероприятий, которые позволят упорядочить выделение этих участков. Мы проводили круглый стол на комитете по земельным отношениям, выработали план работы. Вот первый закон вносим, это исключение самопоиска. Когда человек, стоящий там 7 тысяч в очереди, находит участок, идет в голову, пытается получить этот участок вне очереди и плюс ко всему не в том месте, которое выделяется для многодетных семей. Возможность оформить семейную ипотеку на прежних выгодных условиях продлили. Ранее планировалось, что уже с июля правила изменятся, а ставка для многих категорий вырастет почти вдвое. Однако этот шаг отложили до октября. О том, как воспользоваться отсрочкой, построить дом без риска и сэкономить благодаря льготным программам, узнаем в следующем сюжете. Июль должен был принести серьезные перемены для семей с детьми. Многие семьи опасались, что покупка жилья станет недоступной из-за роста ставок. Однако решение об ужесточении правил перенесли, дав людям запас времени для принятия решения. С 1 июля должны были вступить изменения о том, что семьи, в которых растет только один ребенок, ставка повысится до 10-12%, но это отсрочили до 1 октября, поэтому у этих семей остается возможность получить ипотеку 6% до 1 октября. В Якутии сейчас самый разгар строительного сезона. Помимо покупки готовых квартир, огромной популярностью пользуется возведение частных домов. Для семей с двумя детьми до 18 лет сохраняется возможность построить дом под 6%, независимо от возраста самих родителей. А для безопасности клиентов теперь обязательно использование эскроу-счетов. Льготная ипотека на строительство подразумевает обязательное наличие эскроу-счета. Зато не нужно предоставлять ни поручительства, ни иные залоги. То есть подрядные организации строят за свой счет и получают деньги только тогда, когда построят вам дом. Это для безопасности клиентов. Сегодня на рынке много разных предложений, от господдержки до акций самих строительных компаний. Но главное – это то, сколько денег в итоге удается сохранить в семейном бюджете. Разница в ежемесячных выплатах между обычной ипотекой и льготной получается очень заметной. Посчитаем на примере кредита в 6 миллионов рублей.
Разница в платежах почти в 3 раза. Цифры говорят сами за себя. Сегодня для жителей республики доступен целый ряд ипотечных инструментов. Это и семейная ставка в 6% и дальневосточная по 2%. Существует даже специальная якутская ипотека под 0% на строительство. Такую программу строительная компания предлагает для возведения частного дома с первым взносом в 40% и займом на остаток. Это дает возможность подобрать подходящие условия как для молодых семей, так и для тех, кто не подходит по условиям льготных ипотек. До 1 октября остается меньше 3 месяцев. Этого времени вполне достаточно, чтобы без лишней спешки подумать, сравнить доступные программы и принять решение, которое действительно будет комфортным для семейного бюджета. София Мельникова, Артумен Наговицын, Ниргун Старостин, Якутск. В Якутии из-за аномальной жары, отсутствия дождей планируют ввести особый противопожарный режим регионального уровня. Минэкологии республики уже готовят необходимые документы в связи с прогнозируемой засухой и высоким классом пожарной опасности в центральных, заречных и Вилюйских районах. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Жиганском улусе, где действует режим ЧС, а также в труднодоступных районах Верхоянского хребта. На данный момент в тушении пожаров задействованы 453 человека. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Ситуацию с лесопожарной обстановкой в Якутии обсудили на заседании оперативного штаба. Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики зафиксировано 245 лесных пожаров на площади более 47 тысяч гектаров и 48 ландшафтных возгораний. На сегодня в республике действует 57 лесных пожаров. В их ликвидации задействовано 453 человека и 4 единицы техники. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Жиганском районе, где введен режим чрезвычайной ситуации. Участники совещания также рассмотрели вопросы оперативного реагирования на новые очаги возгорания с учетом погодных условий. Ареал пожаров, он, по сути, касается всех направлений республики. При этом мы ожидаем осадки. При необходимости на этих осадках будет работать самолет-зондировщик, усиливая воздействие на эти пожары. И очень надеемся, что скоро у нас ситуация более-менее будет. При этом, по данным гидрометслужбы, прогноз погоды жаркий будет стоять еще в последующие дни. Поэтому работаем, усиляемся. В Якутии продолжается масштабное обновление дорожной сети по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированном президентом России Владимиром Путиным. Новые дороги, мосты и безопасные маршруты появляются как в городах, так и в районах республики. Тем продолжит моя коллега Лилия Бурцева. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году и стал продолжением масштабной модернизации дорожной отрасли. Его главная цель – сделать передвижение жителей безопаснее и комфортнее, улучшить транспортную доступность и повысить качество жизни. Для Якутии, где расстояния между населенными пунктами исчисляются сотнями километров, развитие дорожной инфраструктуры имеет особое значение. Благодаря нашему проекту у нас строится и ремонтируется автомобильные дороги, искусственные сооружения. В целом по республике, получается, у нас в прошлом году мы отремонтировали порядка 100 километров. В текущем году у нас план где-то в районе 80 километров должны построить. Один из крупных объектов текущего года – новая автомобильная дорога к образовательному комплексу «Точка будущего». Она соединит региональную трассу НАМ со школой, жилым кварталом и микрорайоном городского округа Жатай. Общая протяженность участка превышает 2 километра. Строительство разделено на 2 этапа. Первый завершат уже этой осенью, а полностью объект введут в эксплуатацию в 2027 году. Здесь появятся 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием, тротуары, велосипедные дорожки, автобусные остановки и современное наружное освещение. У нас сейчас на стадии устройства бордюрных камней, тротуаров, досыпка земляного полотна на стыковке с автодорогой НАМ. Уже выполнено устройство земляного полотна, получается дополнительный слой основания и нижний слой покрытия. Развитие дорожной сети по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжается по всей республике. Сейчас работы ведутся сразу на 11 объектах, включая автомобильные дороги Анабар, Умнас, Амган, НАМ и другие.
Общая протяженность ремонтируемых участков составляет почти 65 километров. В прошлом году в Якутии ввели в эксплуатацию более 130 километров дорог. Благодаря системной работе растет и качество дорожной сети. Сегодня почти 79% региональных трасс соответствует нормативным требованиям, а в Якутске этот показатель достиг 85%. Все это реальные результаты национального проекта «Инфраструктура для жизни», который делает дороги республики современнее, безопаснее и удобнее для жителей. Лилия Бурцева, Илья Сермятников, Якутск. Аграрии Якутии завершили посевную кампанию и приступили к массовой заготовке кормов на зимний период. В этом году хозяйство республики планирует заготовить 423 тысячи тонн сена, около 30 тысяч тонн силоса и 14,5 тысяч тонн сенажа. Успешному старту страды способствует хороший травостой и полная обеспеченность топливом. Аграриям выделено 10 тысяч тонн дизеля и 5 тысяч тонн бензина. В прошлом году показатели по заготовке силоса и сенажа были перевыполнены более чем на 10%. Якутские животноводы выполнили почти половину от годового плана по заготовке молока. Это 23,5 тысячи тонн. Всего в республике насчитывается 56 предприятий, в том числе и на территории городского округа Якутск в селе Кильдямцы. Местная экоферма считается визионером промышленности. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Поголовье экофермы Туймада насчитывает 264 коровы, каждая из которых производит около 20 литров молока ежедневно. Итого порядка 4 тонн свежего продукта, который развозят в передовые предприятия республики. Ручной труд на ферме давно заменили аппараты, значительно облегчив работу местных специалистов. Теперь утренняя отдойка занимает всего около 2 часов, после чего коров отпускают на луга. И весь день животные пасутся на воле. Они не агрессивные. Время знают, во сколько домой идти, во сколько дойка заканчивается. Все знают, все понимают. Вот они на поле ходят, пастух приходит, сигналит и уже домой говорит, и они все начинают собираться. К слову, все это поголовье обслуживает всего 5 человек. 2 доярки, 2 пастуха и бригадир. И тем не менее объемы выпускаемой продукции неизменны. Что очень важно, ведь в этом году правительство ставит амбициозную цель – увеличить общий уровень молокозаготовки. Должны добиться 65 тысяч тонн молока в этом году. Этот план, в принципе, исполним, если мы, с учетом того, что мы в прошлом году выполнили 63 тысячи тонн. Для исполнения данного плана до районов доведено 2 миллиарда рублей. Это порядка 55% от общего плана финансирования. Ну и кроме того, количество заготовительных организаций в Якутии увеличилось. Если 3 года назад их насчитывалось 37, то сегодня уже 56. При этом до потребителя доходит настоящий натурпродукт. А это самая главная цель. Саргалана Неустроева, Иван Сорокаумов, Кильдямцы. В селе Нью-Эленского района завершается строительство нового овощехранилища мощностью 500 тонн. Объект, ставший долгожданным для местных аграриев, возводится на средства муниципальной субсидии. Главе крестьянско-фермерского хозяйства было выделено 12 миллионов рублей из районного бюджета. Подробности об этом далее в сюжете. Идея строительства овощехранилищ в Наслеге назрела давно. Старые помещения уже ветхие и не приспособлены для механизированного производства. Все приходилось делать вручную. Вопрос возведения нового здания под хранение овощных культур подняли местные сельхозпроизводители во время рабочего визита главы района в Южную Нью. Олег Неткачев и его компаньон Игорь Бухаров попросили Александра Черепанова оказать им поддержку. Сельхозуправление, район выделил субсидии в размере 12 миллионов 700 тысяч. Общая стоимость по проекту 19 миллионов. 30% наших, ну а по факту вот сейчас уже стройка идет, все равно больше получается. Строительство овощехранилища завершается. На объекте работают специалисты строительной компании из города Якутска. На их счету десятки возведенных помещений из сэндвич-панелей. Овощехранилище 16 на 36. Идут бетонные работы, и после него будет монтаж сэндвич-панелей. Полы утепленные у нас пеноплексами по 10 на 10 сантиметров и стены 15 сантиметров из полистирольного сэндвич-панели из полистирола. Вместимость нового овощехранилища 500 тонн. В просторном здании рабочий процесс будет проходить с помощью погрузчиков. Это самый важный момент для предпринимателей.
В основном нам поможет это все механизированным путем тут работать. Что вот мы вот купили в прошлом году комбайн. Комбайном, чтобы убирать, это мы будем, получается, все это вот в телеге высыпать и потом телегами здесь завозить. И, и хочем по ящикам все затаривать. И тоже трактором, она же высокая, вот мы до самого потолка все это ящиках будем слаживать. Олег Неткачев с супругой занимается крестьянским фермерским хозяйством с 2012 года. Сначала производительность была небольшая. Сегодня с 15 гектар земли предприниматели собирают 500 тонн урожая. На полях супруги выращивают капусту, картошку, морковь и свеклу. Сбыт продукции налажен. Реализуем мы вот Ленский район, Мирнинский, Сунтарский. Все уходит вообще? Практически все. Конечно, проблема со сбытом тоже есть, но потихоньку до весны уходит. Вот с весны вот мы начали 8 садиков снабжать. Планы, да, вот второе хранилище, этого, конечно, все равно будет мало. Вот рядом мы как раз место рассчитали, вот точно под такое же хранилище будем строить. Потому что, видите, овощи мы не можем в одном хранилище. Вот капуста, морковка должна отдельно лежать, свекла, картошка отдельно. Строительство овощехранилища будет закончено через неделю. После начнется установка отопительных систем вентиляции и кондиционирования. Этой весной новый сельхозобъект будет введен в эксплуатацию. Светлана Балеева, Ленск. Свыше 2500 обращений ветеранов боевых действий и членов их семей отработали юристы республиканского филиала фонда «Защитники Отечества». Самые частые вопросы – получения различных выплат, решение семейных споров, кредитные и имущественные обязательства и назначение пенсии. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя филиала Александр Захаров. Он также напомнил, на площадке фонда работают военные прокуроры и адвокаты. Запись к ним производится через социальных координаторов. Также при Адвокатской палате республики открыты и ведут работу центры оказания бесплатной юридической помощи в городах Якутск, Нерюнгри, Алдан и Мирный. Постоянно на связи контактные лица в управлении Федеральной службы судебных приставов и Нотариальной палате республики. Работа по оказанию бесплатной юридической помощи в улусах ведется по отдельным письменным заявкам социальных координаторов. Они передаются в Адвокатскую палату или в прокуратуру. Более 7000 участников специальной военной операции уже подали заявление на поступление в российские вузы в рамках текущей приемной кампании. По данным Миноборнауки, абитуриенты поступают по специальной квоте. Лидерами по числу поданных ими заявлений стали Саратовская область, Москва и Ростовская область. Всего в этом году в учебных заведениях страны доступно более 1,5 миллиона бюджетных мест, из которых 620 тысяч приходится на высшее образование. Прием документов стартовал 20 июня. С нового учебного года в России официально отменяются домашние задания для первоклассников. Согласно новому приказу Минпросвещения, из нормативов исключено положение о допустимом объеме домашних работ. Для первых классов ранее на них отводилось до 1 часа. Если прежде методические рекомендации допускали постепенное введение заданий на дом, то теперь обучение в 1 классе будет проходить полностью без них. Алроса помогает студентам СФУ погрузиться в будущую профессию. Компания предоставляет базу для прохождения практики. В этом году в якутском предприятии по торговле алмазов набираются опытом 15 обучающихся физико-технического института. За 5 недель студенты проходят путь от сортировщика драгоценных камней до оценщиков. Тем самым пробуют себя в разных ролях. В обязанности сортировщика алмазов входит как загрузка адамантов в автоматы, так и ручная группировка камней. На самом деле практически все, что здесь происходит, для меня новшество. Это очень интересно, то, как работают машины, принцип их работы получается, как сортируются алмазы, это вот все для меня в новинку. Но это очень интересно. Нам дают, получается, стопку алмазов, мы их взвешиваем, сверяемся, потом закидываем сюда, в сортировочный аппарат, после чего уже машина сама их сортирует. В Нерюнгри работает трудовой отряд подростков. В этом году привычный формат временной занятости изменился, открыв перед юными горожанами двери в мир творчества и социальной активности. Подробности в сюжете Екатерины Павловой. Если раньше ребята в рамках трудового отряда подростков в основном занимались уборкой городских территорий, то теперь их роль изменилась. Подростков перевели с должности уборщиков на позицию вожатых досуговой программы. Это дает возможность раскрыть лидерские качества и научиться работать с детьми.
Мы либо придумываем, во что мы в детстве играли, либо мы берем из интернета и, может, как-то под себя подстраиваем. Мне, в принципе, нравится работать с детьми, потому что они такие, интересные. И много положительных эмоций остается за день. Не бывает грустно с ними. Проект рассчитан на весь летний период, и каждый месяц в нем находит свое место по 20 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Набор ребят проводится на конкурсной основе. Как и ранее, мы отбираем ребят по среднему баллу успеваемости за текущий учебный год. Соответственно, ввиду того, что мы принимаем огромное количество заявок, в этом году было принято больше 80 заявок, при учете того, что всего 20 рабочих мест, мы решили оставить конкурс прежним и смотреть по успеваемости. Теперь главная задача юных вожатых – наполнить летние дни маленьких жителей Нерингри радостью и впечатлениями. Ребята сами разрабатывают досуговые программы, придумывают увлекательные квесты и игровые сценарии. Все это они проводят на безвозмездной основе на городских площадках, делая досуг доступным для всех. Подростки получают возможность заработать первые собственные деньги, научиться ответственности и командной работе. Для города это ценный вклад в развитие молодежной сферы и создание живой, насыщенной атмосферы в летние месяцы. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. Завтра, 8 июля, в Якутске пройдут масштабные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. Центральным событием станет фестиваль на площади Республики, который начнется в 13:00. В программе запланированы парад семей, торжественная регистрация брака, пробег молодоженов на самокатах и награждение победителей конкурса «Семья года-2026». Также на площади пройдет чествование супружеских пар со стажем более 25 лет, будут работать игровые площадки и мастер-классы. Праздничный день завершится большим концертом звезд якутской эстрады. Россия сегодня отмечается один из мистических праздников лета – Иван Купалова. В все времена его еще называли серединой или макушкой лета. Праздник Ивана Купала – одна из тех старинных дат, что и сегодня отмечается весело и с размахом. Как его отмечают в Якутии, узнаем далее в сюжете. В городе Тамоте Алданского района отмечать этот день становится уже доброй традицией. Инициативная семейная пара Ольга и Леонид Солкины не первый год знакомит горожан со старинными обрядами и традициями. Захотелось возрождения славянских традиций при общении детей. И так как у нас многонациональный город, хочется показать славянскую культуру. Самое, наверное, большое удовольствие доставляет, что людям нравится. Люди готовы принимать информацию, люди готовы узнавать новое, особенно дети. Очень много приходит детей, это очень радует. В этом году на берег Алдана съехались не только сами тамоцы, но и гости из Нижнего Куранаха и Алдана. Для многих из них, особенно для молодежи, открылись таинства древнего праздника впервые. Да, интерес, потому что я никогда, допустим, здесь не была на таких праздниках. И что-то новое для меня. Атмосфера очень прикольная. Я тоже плела венок, смотрела, как разжигают огонь, и водила хороводы. Обряд добывания огня оказался одним из самых интересных и зрелищных для присутствующих. Песни, хороводы, прыжки через костер, купание в реке. Считалось, что все эти старинные обряды очищали и привлекали удачу. А у девушек на Ивана Купалу еще одна заветная цель. Гадать на суженого. Мне тоже на суженого гадать. После гадания девушки плетут венки и пускают их по воде. Если венок уплывет далеко, ждали сватов на пороге. А если тонул, считалось, что в девках сидеть еще год придется. Верить или не верить старинным поверьям – дело личное. Но атмосферу праздника и единение, пожалуй, чувствует здесь каждый. Атмосфера, вот это все, это прям, вау, это прям это. Я собрала своих подруг сюда, провести время и провести время с нашим городом. Сплоченность та же самая, и тоже настроение хорошее, события. В прошлом году мы тоже отмечали, только не таким составом, а тут намного интереснее будет даже. Иван Купала, середина лета. Еще можно успеть многое, чтобы насладиться нашим коротким и жарким северным летом. Туяра Филиппова, Ренат Нахиев, Тамот, Алданский район.
Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.